Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Сапияновой Маргарите Насыркановне. Уважаемый суд, Верховный суд Кыргызской Республики, изучив ходатайство Курманбаевой Айды Маратовны о проверке соответствия части 2 статьи 71 УК на соответствие Конституции, сообщаем следующее. Одним из отрицательных последствий общественно опасных деяний является нанесение преступлением потерпевшему материального ущерба и морального вреда, в связи с чем задачей уголовного судопроизводства является не только защита личности, общества и государства от преступлений, но и обеспечение возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В соответствии с частью 1 статьи 71 УК компенсация морального вреда относится к принудительным мерам уголовно-правового воздействия и применяется судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания по основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом. Соответственно, под иными мерами уголовного правового воздействия следует понимать меры государственного принуждения, не входящие в систему наказаний и санкций уголовно-правовых норм, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния и ограничивающие их права, интересы и свободы с целью предупреждения совершения ими новых деяний или возмещения ущерба, причиненного преступлением. Закрепление в уголовном законодательстве требований, предусмотренных в части 2 статьи 71, не ограничивает установленные Конституцией Кыргызской Республики права и свободы человека. Кроме того, установленный в части 2 статьи 71 размер денежной компенсации морального вреда соответствует принципу юридической определенности, которая означает возможность точного установления уголовным законодательством оснований для привлечения к уголовной ответственности за преступление, а также всех признаков состава преступления. Уголовный закон должен четко и ясно определять наказуемое деяние, действие или бездействие, что не подлежит расширительному толкованию. В этой связи в целях формирования качественной судебной практики для расчета компенсации морального вреда необходимы цифры-ориентиры, на которые могут ссылаться суды, а также другие участники уголовного судопроизводства. В соответствии с пунктом 3 статьи 393 УПК Уголовно-процессуального кодекса в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, помимо описания преступного деяния, квалификации содеянного, мотивов назначения наказания, должны содержаться обоснования решения суда о возмещении материального ущерба или морального вреда, причиненного преступлением. Отсутствие общего метода оценки размера морального вреда и его компенсации ставит в суде республики в сложное положение. Соответственно, исключение из Уголовного кодекса нормы по установлению единой базисной ставки и про определение размера возмещения морального вреда еще более усложнит задачу. Что касается справедливости размера денежной компенсации морального вреда, его соразмерности с последствиями преступлениями, то определить эквивалентные страдания размеру денежной компенсации невозможно, поскольку не существует стандарта, позволяющего измерить в денежных средствах боль, физическое и нравственное страдание. При этом размер компенсации должен быть соответствующим перенесенным страданиям. Следует отметить, что в соответствии с частью 5 статьи 4 Конституционного закона о статусе судей Кыргызской Республики суды контролируют исполнение вступивших в законную силу судебных актов. Ввиду этого, при определении размера денежной компенсации морального вреда суд учитывает имущественное положение подсудимого и самого потерпевшего, соотносит размер компенсации с уровнем жизни населения. В силу положения основного закона, общепризнанных принципов права, в том числе правовой определенности, судебный акт должен быть исполнимым. Принятие заведомо неисполнимого судебного акта не позволяет достичь цели наказания, предусмотренных уголовным законодательством. Кроме того, заведомо неисполнимые судебные акты порождают дополнительную ответственность, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 101 Конституции Кыргызской Республики за неисполнение, ненадлежащее исполнение, либо воспрепятствование исполнению судебных решений предусмотрена установленная законом ответственность. Необходимо также отметить, что заявитель в своем ходатайстве просит признать неконституционной всю часть
2 статьи 71, в которой, кроме определения размера компенсации морального вреда, предусмотрена основополагающая норма об установлении судом денежной компенсации в случае возмещения морального вреда. Законодатель, устанавливая размеры денежной компенсации морального вреда, не лишает права на судебную защиту. Напротив, первым предложением части 2 статьи 71 УК гарантируется компенсация морального вреда в виде денежных средств. На основании вышеизложенного считаем, что данная норма не противоречит Конституции. Спасибо. Обращающаяся сторона, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Да. Пожалуйста. Вот вы говорили, что должны быть четкие критерии, поэтому стоит от 50 до 100 тысяч расчетных, 10 тысяч расчетных показателей. Скажите, пожалуйста, например, допустим, ситуация такая, изнасилование 100 тысяч сом, ну, допустим, убийство 100 тысяч сом. Получается, критерии уже нечеткие, потому что степень тяжести разная идет. Ну, так, и какой вопрос у вас? Ну, вопрос в том, что вы опять же говорите, что это четкие критерии, да? Вы поддерживаете? Четкие критерии именно определены уже размеры. Размеры, да? Да. Все, спасибо, нет вопросов. Представитель Джоркинеш, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Уважаемые Нету. коллеги, у вас есть Нету вопросы? вопросов. Присаживайтесь, пожалуйста.